Спит земля, пусть отдохнет, пусть земли, как и у нас с тобой, там впереди прятны звезды. Эй, эй, есть особые люди, они не боятся мечтать. Эй, эй, они идут в неизвестность даже туда, где трудно дышать. И каждый их шаг, это шаг в направлении будущего, пусть отдаляется наш земной шар. Човный РТС, привет, дорогие друзья, с вами Генрих Немчинов, этноблогер, и это новый выпуск проекта Руслана Магомедова «Территория Коми». Выпуск этот уникален тем, что мы поехали в экспедицию вместе с компанией Максиход. Это мои друзья, которые занимаются производством лодок и саней из ПНД, также пошивкой одежды для туризма. Прямо в столице Республики Коми, в Сыктывкаре. И как говорится в песне, вместе весело шагать по просторам. Национальный парк Югу-2, Вуктыльский район. Бомбим! Югу-2 является самым большим национальным парком в России с площадью 1 894 133 гектаров. Название парка на коми-языке переводится как «светлая вода». По территории парка протекают чистейшие реки, которые являются притоками Печоры. На канале я рассказывал уже о Печоре от истока до устья. В настоящее время посетить территорию Югу-2 можно только получив специальное разрешение, а останавливаться строго на туристических стоянках, в избах или в палатках. Также в парк можно попасть как волонтеру, но нужно понимать, что в этом случае придется работать во благо парка. Пацаны приехали как-то, все исписанные, все в наколках, тут серьги. И в лес для них это вообще шок. Но работу не сделали, а нянчиться с ними пришлось много. Ну, в плане, их же не кинешь. Ну и практика показала, что вот таких волонтеров не надо. Надо таких людей рукастых, крепких. Потом какая работа? Чистить. Вот тут же вот между стоянками практически везде есть конная волока. То есть раньше это летом река соединение было, а зимой, когда река во льду, мы некоторые это почистили, пользуемся на снегоходах, чтобы. И они, как правило, эти волока по таким хорошим местам, без болот, без этого. Подготовка к экспедиции началась с собрания коллективом за пару месяцев до выезда. Все риски, связанные с путешествием, взял на себя Яков Максимов, основатель компании Максиход. Все, что связано с маршрутом экспедиции, будет рассказывать он сам. Всем привет и приятного просмотра. По реке Почере мы уже ходили в туристический поход летом. В этот раз мы решили отправиться сюда зимой, ведь зимой холодно только тем, у кого нет теплых воспоминаний. Наша экспедиция началась с поездки на автомобилях с прицепами по трассе из города Сыктывкар до села Почерье. Там наша команда из 12 человек очень комфортно переночевала в гостевом доме национального парка Югу-2. На улице минус 20, здесь тепло, хорошо. Приехали, нас ждали уже здесь, растопили, все. Классно вообще. Так что приезжайте, девчонки и мальчишки, я говорю, у нас здесь и места такие хорошие, говорю, и природа, и домик есть, где остановиться, и баня хорошая, говорю. Приезжайте, как получится у вас. Здесь даже на этом месте у нас поселок был. Я уверен, это утро нашей команды было самым добрым за последние 2 месяца. Ведь мы выезжали в лес, там где нет связи, в экспедицию, по тем местам, где находятся заброшенные деревни старообрядцев. Тут вообще по таким рекам жили только старообрядцы. Они уходили с села Почерье в конце 19-го, начале 20 века, потому что там построили церковь Петра и Павла. Особо стойкие старообрядцы ушли в удаленные скиты или сикты по Коми. Вот тут они жили. Село Почерье являлось важным центром древнеправославных верований на севере России, вместе с известной Устильмой. Согласно некоторым исследованиям, первые старообрядцы, пришедшие в устье Почерья, поселились там задолго до основания деревни в 16 веке. Они были потомками беспоповцев поморского толка. И хотя эта часть истории Почерья мало известна, она имеет большое значение для понимания самобытности и многообразия культурных традиций этих мест. Национальный парк на каждой стоянке
разместил водно-экскурсионный маршрут по реке Почерем. Благодаря такому информированию наш фильм может рассказать больше о стоянках, где мы останавливались летом. Например, наша команда жила в деревне Орловка. А сейчас, дорогие друзья, вам Николай Витальевич вкратце расскажет, что, где мы находимся. Тут были очень богатые черноземы, насколько я помню. В деревне было, на моей памяти, около 12 домов. Были большие семьи, жили рыбалкой, охотой и сельским хозяйством. В летний период времени в этих местах реки становятся мелководными, но лодки-уралочки успешно справляются с этой проблемой. Зимой наш маршрут проложили на снегоходах сотрудники национального парка и Николай Витальевич. Спасибо, мужики. Начало маршрута пролегало по лесной чаще. Яркое, уже почти весеннее солнце сопровождало нас и вдохновляло на новые впечатления. Остальная часть пути была проложена по реке. Теперь мы видели все красоты зимней реки и отвесные скалы. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев свисточек, сок березовый глоток, тишины послушать волю, по тропинке в лес густой, поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. Матушка земля, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. Матушка земля, ой, белая березовика, для меня святая Русь, для других занозаника. И вот мы доехали до нашей стоянки, так называемой базы, где мы будем жить весь период нашего путешествия. А место это называется Залаз-ди-Беш. Топонимику названия стоянки Залаз-ди-Беш объяснить уже сложно. Есть три варианта. Я больше склонен, что Залаз-ди-Беш происходит от слова «залаз». Приход семги для нереста в реку. Ди-Беш – нижняя по течению часть острова. Если буквально перевести название, получится «приход семги у нижней части острова». Она закрылась, ну, так же, как и все деревни, где-то в 1935-1936 году. В деревне Орловка был создан колхоз, рычаг социализма. Разобрали дома, сплавом перевезли в Орловку. Мария! Болида. Мария. Капитан Болида! Так и снимается территория Коми в женском коллективе. Это утро на Залаз-ди-Беше было самым холодным за всю историю нашей поездки. Мы в теплом доме ели горячую кашу и ждали, пока атмосфера не согреется. В тепле есть горячую кашу может каждый. А чтобы в минус 35 завести снегоход, для этого нужен талант. Николай Витальевич, как вам удалось снегоход завести? Немного полил кипятком карбюратор. О, дом. О, любимый дом. О, как же здесь тепло, в бане хорошо. А мы в бане уже 3 дня с Яковом ночуем вместе. Гораздо лучше, чем ночевать в тундре, допустим, в палатке, под дождем и проснуться в луже.
Это слова Якова. Я, конечно, в таких условиях не бывал. Но в баньке ночевать — это кайф. Попробуйте когда-нибудь. Наконец-то баня, она согрелась. Не могла отогреться, вся была ледяная. Идем в баню где-то в тайге, где нет света, и стоит жар. Ой, хорошо-то как, а? В лесу, в бане. О! Ну вот и все. Еще один день закончен. Уже самая ночь. 12 часов. Я говорю бурвой. И ложусь спать. Снова в баньке. Хорошо, тепло. Пока. Чем ближе к горной местности, тем сложнее погодные условия. Вчера был мороз, а сегодня идет снег. Дорогу замело. Был риск, что мы не увидим открытый участок реки, так называемую полынью, заметенную снегом. Опасность в том, что на таких участках отсутствует ледяной покров, и на снегоходе можно легко туда провалиться. Генрих и Наташа с этой миссией успешно справились. Это опасно для жизни. Не повторять. Бывали случаи, когда снегоходы проваливались в воду. Но благодаря нашей слаженной командной работе для нас ситуация обошлась лишь небольшим испугом. Взял запасные носки, если бы не они. Попробуй сюда Когда новородился. Мы выбрали новое направление – к подножью горы Тима-Из, к существующей когда-то таежной деревне с названием Петный. Финальная точка нашего путешествия достигнута. Тима-Из. Эти места в недавнем прошлом обеспечивали всю страну пушниной. А пушнина, как известно, до 50-60-х годов прошлого столетия составляла основы валютной выручки государства. Отрадно осознавать и то, что я был вместе с командой компании, которая занимается производством тех самых вещей, без которых не обходится ни одно путешествие. Еще хочется поблагодарить за проект «Территория Коми» Руслана Магомедова. Путешествия, они развивают меня как личность. И я вас тоже призываю как можно больше ездить по республике Коми, изучать нашу местность. А снегоходом сегодня у нас ловко управляла Ксения. Ты как давно уже тут за рулем? Живешь? За рулем я с 5 лет. Да. Высокопрофессионально. Мы успешно доехали до стоянки Петный. Тут тоже раньше была староверческая деревня, а сейчас стоит один миниатюрный домик, банька и больше ничего. А вид с окна домика, как всегда, прекрасный. Наступил вечер в лесной избе, кто чем занят только. А я сижу в телефоне и включаю музыку. Я сегодня диджей. Сейчас еще продолжим. Тоже полезная работа. Хоть мы в лесной избушке, но масленицу никто не отменял. Делаем блинчики. Мешаем, замешиваем тесто. Когда долго находишься без связи, к которой мы уже все давно привыкли, наступает такой момент, когда все начинает бесить, скажем так, когда тебе хочется вернуться домой, когда ты думаешь, когда уже это все закончится, а после начинается быть все равно. И ты просто привыкаешь к обстоятельствам. Именно такой момент наступил у нас вчера. А сегодня уже крайний день, мы собираемся все выезжать обратно на Большую Землю. Что добавить? В принципе, все сбылось. Самое главное, чтобы команде было комфортно, удобно. И они получили от нашего путешествия, в принципе, достаточно эмоций.
положительных. Вот. Для того, чтобы домой ехать и хвастаться. Улучшения уже изготавливаемых наших продуктов тоже будут. Наш флаг меня торопит. Быстрее, говорит, поехали уже. Метель на улице. Скажи мне, кто вместо меня пройдет мой путь и свалит себе на плечи крест мой, примет всю боль и страх. Я знаю, никто вместо меня не пройдет мой путь, не взвалит себе на плечи крест мой, не примет всю боль и страх. Проведем небольшой анализ нашего приключения, как, кому все понравилось ли, что хочет сказать, какие-то слова благодарности, может, компании Максиход или еще что. Эта экспедиция очень сблизила наш коллектив, нашу компанию. И посмотреть на руководство компании, и на свое начальство, на своих коллег с другой стороны. Мы готовы с вами ездить дальше. То есть я много узнала о коллегах, коллеги узнали многое обо мне. Нормальная организация, буртуй! Максиход, выбирай любое направление. Компания дает возможность изобретать, производить и испытывать на своей шкуре. Огромное спасибо. И огромная благодарность и спасибо Николаю Витальевичу Пустину и всей команде Национального парка Югу-2, егерям, которые предварительно перед нашим путешествием протоптали тропиночки. Нужно стараться путешествовать, выезжать в Республику Коми. Можно путешествовать одному, можно с помощью роликов, как мы вместе с Максиходом, вместе с проектом «Территория Коми». И я хочу сказать, что путешествуйте, это того стоит. Максиход, выбирай любое направление.